Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В республике начались масштабные проверки качества продуктов питания. Делегация из Абхазии посетила открытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме. Пиано, дуо и оркестр готовятся к юбилейному концерту, который пройдет в филармонии 28 апреля. По поручению премьер-министра в республике проводятся масштабные проверки на контроль качества продукции. Работу ведут 4 службы – карантинная, ветеринарная, санитарная и госстандарт. За 2 дня рейдовых мероприятий обнаружен ряд нарушений. Гугу Цаварданя расскажет подробнее. Калифорнийская щитовка у нас считается карантинным вредителем в Абхазии. Заражена. Калифорнийская щитовка на яблоках. Торговать таким товаром категорически запрещено. Это опасный вредитель – лишь первое нарушение, которое обнаружили инспекторы карантинной службы в ходе масштабного рейда по столичному рынку и другим торговым объектам. Подобная продукция не только губительна для сельского хозяйства страны, но и недопустима на прилавках по санитарным нормам. Проверки по поручению премьер-министра Владимира Делба начались сразу по нескольким направлениям. На объектах работают специалисты госстандарта, карантинной и ветеринарной служб, а также столичной СЭС. Главная цель – продовольственная безопасность. Проверки будут проводиться постоянно. Продукция будет изыматься на анализы. Будем проводить анализы полуфабрикатов, алкогольной продукции, всех ввозимых продуктов и производимых. Особое внимание скоропортящимся продуктам. В этом отделе копченая рыба хранится с нарушением температурного режима. Рядом другая проблема – отсутствие честной маркировки. Покупатель не должен гадать, где натуральный сыр, а где его дешевый заменитель. Я хотел определить, сырный продукт или натуральный сыр, надо будет посмотреть. Имеет значение. Если это сырный продукт, надо на нем писать, что он сырный. 24.04.26 года производства. Это было позавчера. Все понятно. А вот это рыба и курица. Ну, рыба там сверху стоит, она в ящике. Ну и что? Как в ящике, она открытая. Во-первых, ее надо закрыть пакетом, пищевым пакетом, пленочкой. Убираем тогда. Все наигрубейшие нарушения, которые можно придумать, у вас здесь рыба, курица, сыр, мясо, все рядом, копчение, соление, все, что понятно, соление понятно. Все, что возможно нарушить, все нарушить. Нарушения фиксируются на разных объектах, но к крайним мерам переходят не сразу. Сначала предпринимателю выносится предписание. Если в течение 12 дней ситуация не изменится и нарушения повторятся, владельцу придется выплатить штраф или не торговать вовсе. Еще строже ситуация с алкоголем. Любая сомнительная партия будет немедленно сниматься с продажи. Алкогольная продукция, которая не пройдет сертификацию, в этом году нам поручено всю продукцию снимать с реализации, особенно произведенные, то есть контрафактная продукция из неких порошков произведенная, безоговорочно будет сниматься с реализации и утилизироваться. Так как по мере, с каждым годом увеличивается их реализация и больше увеличивается массовое отравление, особенно в летний период. Поступает постоянно жалобы. Мы принято решение, у госстандарта будет свой реестр. Те лица, которые производят алкогольную продукцию, получат сертификат, и он будет у нас в реестре. Те, кто не пройдут сертификацию, реализации товара не будет подлежать. Масштабные проверки коснутся не только столицы, но и всей страны. Инспекторы отправятся и в другие города и районы республики. Все рынки, все оптово-розничные склады, торговые склады и общепитов тоже коснется ближе к летному сезону. Здесь будут проводиться проверки на наличие документов. Также тут суть проверок происхождения товара, откуда товар был произведен, где произведен, какое время, документы оборота оптовика и реализующий в розницу обязательно вложат. Мы будем со всех требовать. Продовольственный рейд продлится до 1 июня. В случае необходимости службы продлят работу. Гугу Цаварданя, Щезина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры провело расширенное оперативное совещание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, участники совещания обсудили ход выполнения поставленных задач, а также были даны конкретные поручения, направленные на оптимизацию и усиление деятельности по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Руководство Ирана предложило США поэтапную сделку по урегулированию конфликта. Предполагается, что сначала Вашингтон и Тегеран договорятся о механизме остановки боевых действий на земле в Иране и Ливане. Следом будет обсуждаться судьба Ормузского пролива. Здесь Тегеран продолжает настаивать на введении сбора с торговых судов и новых правилах транзита. Все аспекты своей ядерной программы иранская сторона собирается обсуждать только на финальном этапе переговоров. На этом фоне в северной столице России прошли двусторонние переговоры. Президент России Владимир Путин принимал министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Встреча продлилась почти 2 часа. Москва назвала ее полезной. В начале встречи российский президент заявил о получении послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаминеи. Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелания всего самого доброго, здоровья и благополучия. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Хотел бы отдельно вас поблагодарить за то, что направили слова соболезнования в связи с гибелью покойного нашего верховного лидера, а также отдельная благодарность за то, что сразу отправили слова поздравления в связи с избранием нового лидера. Меня попросили, чтобы в ходе этой поездки я довел до вас, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне. И этим путем мы будем идти дальше. Невзирая на все, что происходит, ирано-российские отношения будут развиваться и становиться только крепче. Благодаря своему мужеству иранский народ смог оказать сопротивление перед лицом американской агрессии. Он выстоял в этот тяжелый период времени. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку. Пиано-дуо и оркестр отмечают 10-летний юбилей. Это творческий союз фортепианного дуэта и государственного камерного оркестра, который на протяжении многих лет выступает на главных сценах страны и за рубежом. 28 апреля на сцене Государственной филармонии народная артистка Абхазии Нинель Бжани, заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авицба и камерный оркестр представят яркую обновленную программу. Аэлита Арутюнян побывала на генеральной репетиции. Нота за нотой, движение за движением. Все оттачивается до полного совершенства, чтобы зритель смог погрузиться в атмосферу магической музыки, фортепианного дуэта и государственного камерного оркестра Республики Абхазия под управлением Давида Терзяна, художественного руководителя, народного артиста Абхазии. Пиано-дуо гармонично сочетает в своих концертах классику с саундтреками из кинофильмов и эстрадными хитами разных лет. 10 лет – это вроде бы небольшой срок, но за это время у нас сложился очень сплоченный, интересный коллектив. Мы смогли не только выступать в Абхазии, могли выезжать за пределы Абхазии. Это и Дом музыки в Москве, и ряд других городов. Конечно, это самая интересная, по-моему, в моей жизни работа, когда можно заниматься непосредственно своей профессией, творчеством, тем более рядом профессиональные музыканты, Гулиза Авицба, потрясающий наш камерный оркестр с маэстро Терзяном. Я думаю, что вот такой вот симбиоз творческих душ дал, в общем-то, неплохой результат. Фортепианный дуэт и государственный камерный оркестр под управлением Давида Терзяна, аккомпанирующим по сложившейся традиции, хорошо знаком любителям классической музыки. Их концерт всегда праздник, ведь он дарит зрителям незабываемые
непередаваемые эмоции и яркие впечатления. Для празднования знаменательного события в филармонии оформлена тематическая фотозона. Испекли красочный торт, взглянув на который, сразу понятно, кто герой торжества. Юбилей – это не только радостное событие, но и повод показать наивысшее мастерство. Мы вообще даже не думали, что вот это вот так вот продлится. Мы думали, что один сделаем концерт и на этом закончится. Но так-то получилось, что каждый раз зрители с таким удовольствием ходили на наш концерт. Правда, мы всегда делали такую программу. Начинаем с классики и до самой популярной музыки, музыку известных кинофильмов. За 10 лет мы сыграли более 70 произведений. Да, потому что каждый концерт мы добавляем всегда новые произведения. И, кстати, вот сейчас на этом концерте мы включили 12 новых композиций. Музыка объединяет, дает ощущение путешествия через эпохи, стирая границы времен. Она также создает связь между поколениями разных людей, стран и культур. Творческий союз фортепианного дуэта и Государственного камерного оркестра, основанный в 2016 году, с первого выступления покорил каждого из своих зрителей. Хочется сказать, что наша главная задача, в общем-то, в этом проекте – это, как бы это ни банально звучало, но приобщение нашей молодежи к классической музыке. Поэтому, прежде всего, для нас очень важно, чтобы молодой человек, который приходит в зал, слышал именно классическую музыку, знакомился с исполнением симфонического оркестра. Был на шаг впереди своих сверстников, которые не увлекаются классической музыкой. Для меня это очень важно и для моих коллег, я уверена. Приходите завтра, получайте удовольствие. Надеюсь, все пройдет хорошо. У каждого концерта пиано-дуо есть своя изюминка, штрих, который запоминается надолго и вызывает у зрителей только положительные эмоции. А в этом году концерт пройдет с участием российских музыкантов. Фортепианный дуэт и Государственный камерный оркестр с нетерпением ждут своих зрителей в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 28 апреля в 19:00. Вход свободный. Айлита Арутюненко, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Первый в нынешнем сезоне рейс скоростного судна «Комета» по маршруту Сочи-Сухум назначен на 15 мая. По информации заместителя генерального директора Абхазского морского пароходства Адама Рагабуня, навигация в 2026 году откроется на 3 месяца раньше. В 2025 году первый рейс состоялся только в августе. Морские пассажирские перевозки будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Сообщение будет действовать до октября включительно. Точная дата последнего рейса в сезоне будет зависеть от погодных условий. Стоимость поездки составит 2800 рублей. Билеты можно приобрести в кассах морских портов Сухума и Сочи, а также на официальном сайте перевозчика. Пилот и штурман команды «Абхазия 4×4» по трофи-спринту Руслан Беня и Рауль Арюта спасли человека. Во время проведения чемпионата Краснодарского края внедорожник перевернулся и упал в воду. Руслан Беня и Рауль Арюта одним из первых запрыгнули в воду, вытащили пилота из команды Краснодарского края. Ситуация была серьезная и требовала экстренных мер. Пилот был пристегнут 5-точечными ремнями, и помощь была нужна, рассказал спутник руководителя команды Александр Барциц. Абхазскому экипажу и еще 2 командам, которые помогли пострадавшему, Федерация внедорожного автоспорта выделила денежное вознаграждение. Абхазия 4×4 была создана около года назад. В сезоне прошлого года на чемпионате Северокавказского федерального округа команда заняла 2-е место в категории «Открытая Нива». По словам Барциц, вчерашний заезд для команды выдался не очень удачным. Автомобиль сломался. Внедорожник починили, но это может повлиять на общий зачет. Всего в чемпионате 6 дисциплин и 8 этапов. Заключительный состоится в декабре.
Лошади абхазских коневладельцев заняли первые места на открытии скакового сезона в Краснодаре. Это главное событие весны для любителей конного спорта. Прошло 25 апреля на Краснодарском ипподроме. Мероприятие посетила делегация из Абхазии во главе с советником президента по спорту Ахрой Ашубой и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. В мероприятии также приняли участие представители Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чеченской Республики. Призовой фонд составлял 200 тысяч рублей, половину из которого профинансировал президент Абхазии. Адица Сагария расскажет детали. Делегация из Республики Абхазия приняла участие в торжественной церемонии открытия нового скакового сезона на Краснодарском ипподроме. Собравшихся участников сезона 2026 и гостей мероприятия с открытием сезона от имени Бадры Гунба поздравил советник президента по спорту Ахра Ашуба. Президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе конного. Он последовательно поддерживает участие абхазских спортсменов и лошадей в подобных соревнованиях, понимая, что это не только спорт, но и важная часть культурного наследия нашего народа. Издревле у абхазов сложилось особое уважительное отношение к лошади. Конный спорт и сегодня сохраняет эту глубокую связь с историей и традициями, передавая ее новым поколениям. Очередной визит представителей Абхазии подчеркнул традиционно тесное сотрудничество в области конного спорта и ознаменовался успешными выступлениями абхазских коневладельцев. Нужно отметить, что с 2016 года Абхазия официально принимает участие в скачках, а с 2022 года главой государства оказывается финансовая помощь в этом направлении. Памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и специальной военной операции. Была скачка 1600 метров в поддержке президента Республики Абхазии Бадра Зурабовича. Призовой фонд составил 200 тысяч рублей. Высоко оценили за то, что мы участвовали на открытии скакового сезона на Краснодарском ипподроме. В общей сложности 8 абхазских скакунов приняли участие в открытии сезона в Краснодаре. Лошади Ахры Ашуба выиграли 2 скачки. В первой для лошадей арабской породы на дистанции 1800 метров первенствовал скакун Сансира под управлением жокея Айдамира Шегушева, тренер Михаил Симанкин. Во второй на приз памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии дистанция 1600 метров блестящий выступил скакун Марискаль. Жокей Айдамир Шегушев и тренер Михаил Симанкин оформили золотой дубль, показав результат 1 минута 53,2 секунды. 3 скачки были по 1800 метров и 1 скачка 1600 метров, где наши лошади принимали 8 голов. Из них 4 первых Абхазия заняла, и 1 второе, и 1 третье. Главные скачки были это приз открытия чистокровной английской верховой породы. Там Юрий Хагуш выиграл лошадь его. И 1800 открытия арабской породы Ахра Ашуба лошадь выиграла. В забеге на 1800 метров первой пришла лошадь Апсны Инцитатус, в другом забеге на той же дистанции, а также в забеге на приз памяти мастера спорта международного класса Анатолия Белозерова победила лошадь Юрия Хагуш Инкрустатор. На приз памяти погибших во время Отечественной войны народа Абхазии на дистанции 1600 метров 3-е место заняла кобыла Апсны Легенда, принадлежащая Ираклию Габилая, жокей Расим Кяхов. Конь Апсна Амч, владелец Ишсоа Ашуба, финишировал вторым на дистанции 1800 метров в ограничительном призе для лошадей, родившихся в Краснодарском крае и Абхазии. Адис Сагария, Заурлиев, Абхазское телевидение. Укороченная рабочая неделя ждет Абхазию. 1 мая в республике отметят праздник труда. Пятница объявлена выходным днем. День Победы, 9 мая, День святого апостола Симона Канонита, 23 мая, в этом году выпадают на субботы. Поэтому 2 понедельника, 11 и 25 мая, также будут выходными днями. И в конце выпуска информация о погоде. 28 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 11-16 градусов. Температура морской воды плюс 12.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.